над Смольным, это с нами на века. Залп оброс, никогда не смолкнет вдаль, простерта Ленина рука. Бьет на мат интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Миру мы несем рассвет весенний, это не высокие слова. И в сердцах грядущих поколений вечно революция жива. Бьет на мат интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Рабству нет, уж лучше пасть в атаке, грозной битве с черной силой тьмы, стать под нашей огненной стяги. Всех, кто честен, призывай мы. Бьет на мат интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Все горит заря над Смольным, это с нами на века. Залп Авроры никогда не смолкнет вдаль, простерта Ленина рука. Бьет на мат интернационала, пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Есть у революции начало, нет у революции конца. Миру мы несем рассвет весенний, это не высокие слова. Где у нас есть с вами? Буденовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. И бесстрашно тропам скакала врага, завязалась кровавая битва. И боец молодой, друзья, дорогие ветераны всех поколений революции, все стояли у истоков в 1917 году.
ветераны во главе с нашими лидерами Амосовым, Аюнским, Аржаковым и нашими другими революционерами строили вместе со своим народом после гражданской войны великое государство и нашей республики. Покончили с неграмотностью и строили вместе с советским народом великую справедливую Я занят, советскую товарищ мой. страну Занят. по заветам Ленина, Сталина. Поколение, которое сегодня в строю и сегодня, это дети войны, которые служили государству с детства. И закон должен быть принят в самое ближайшее время. 14 раз коммунисты в Государственной Думе вносили закон, и единороссы ручки поднимали, голосуя против. Закон будет принят, потому что это необходимо, это уже требует народ настойчиво. Вернуть социальные гарантии, пенсии, высокую заработную плату. И в условиях войны сегодня с коллективным Западом, фашизмом, мы передаем огромный привет нашим бойцам, которые в специальной военной операции в окопах, в бою отстаивают нашу независимость. Более 8 тысяч наших земляков, якутян, сегодня находятся в рядах специальной военной операции. Среди них 32 коммуниста, которые также с оружием в руках героически воюют. Мы желаем им победы, желаем сохраниться, беречь себя. Они сегодня, к сожалению, мы склоняем головы над памятью тех, кто отдал уже свою жизнь, и много наших земляков, которые мы здесь ни одного не забываем и не забудем. Задача в том, чтобы оказать помощь семьям, детям, родным, родственникам, оказать тем, кто получил сегодня ранение и уже выздоравливая снова возвращается в строй. Победа будет за нами. Фашизм и коллективный Запад потерпит сокрушительное поражение. Поэтому мы сегодня все сделаем. И 131-й конвой от Компартии Российской Федерации уже в Донецке, и в Луганске, Запорожье, в наших областях. Победа, которая выступает сегодня и предложила народу наша партия, программа Победы, воспринимается всем народом. Это первое. Первое – мобилизовать все силы, заставить олигархов сегодня вернуть те наворованные деньги, которые должны пойти на нашу победу. Сделать все, чтобы было все необходимое у наших воинов. И сегодня это делает наше мирное население. Мы и здесь каждый день приближаем победу своими действиями. Поэтому мобилизовать все ресурсы. И второе, решите внутренние проблемы. Без этого тоже нельзя решить. Покончить с бедностью, коррупцию, вернуть, принять закон о национализации минерально-сырьевой базы и тех предприятий, которые отошли к олигархам. Все сделать для победы. И сегодня октябрь, день этого октября, мы еще раз очень настойчиво требуем это сделать. Открыто. Слово предоставляется первому секретарю Якутского городского комитета партии, депутату Якутской городской думы Аяну Васильеву. Товарищи, под красными знаменами октября, благодаря ленинской национальной политике, при значительной роли главы Наркомнатса РСФСР Иосифа Виссарионовича Сталина, последовательными действиями верных большевиков-ленинцев Максима Амосова,
Платона Аюрского, Исидора Барахова, Степана Аржакова и многих других была создана впервые в истории нашего народа государственность в форме автономии, автономной республики. В этом году мы отметили 102 года с момента создания ЯССР. Имя Ленина неразрывно связано с созданием нашей автономной республики. И в этих условиях наши власти предлагают переименовать площадь, разделить и переименовать площадь Ленина в площадь республики. Мы, коммунисты, твердо заявляем, не нужно переписывать историю, не нужно противопоставлять имя Владимира Ильича Ленина и той республики, благодаря действиям которого она была создана. И мы обязательно внесем в нашу резолюцию тот пункт, что мы, коммунисты и многие сторонники, против переименования центральной площади в городе Якутске. Республиканский комитет партии, городской комитет КПРФ собирают подписи за сохранение названия площади имени Ленина. Не дадим переписать нашу историю, не дадим переименовать площадь Ленина. Ура, товарищи! Мы обращаемся к депутатам Якутской городской думы. Их 29 человек. Мы каждого знаем, каждого в лицо, каждого знаем. И каждый должен нести ответственность. Прежде всего, если пока еще не внесли это предложение в Якутскую городскую думу, но каждый должен знать, как принять решение. Мы требуем не голосовать, если будет поставлен вопрос о переименовании площади Ленина. И каждый, кто примет решение по-другому, несет во все времена ответственность. Как политик он уже не будет в нашей республике. Поэтому должен понимать, прежде чем принимать какое-то решение. Не голосовать, если будет внесено оно. Продолжаем наш митинг деятелю Комсомольскому Юрию Антоновичу Михайлову. Здравствуйте! С праздником вас всех! Я Юрий Михайлов, работал в Зиганске, Вилюйске и в Нерюнге. Мы сегодня собрались, чтобы подтвердить свое отношение к тем событиям, которые произошли до нас. Мы за социальную справедливость, мы за социалистический строй. Сегодня на этом митинге прозвучали несколько конкретных предложений. Одно – не давать властям переименовать площадь Ленина. Это издевательство. Поэтому вы всем своим знакомым, которые имеют какое-то отношение к властям города, чтобы этого не произошло. И второе. Моя просьба убедительная к вам. Сегодня идет голосование за название, за передачу названия об аэропорту Нерюнгри. И на финишную прямую вышли трое. В середине Гаврил Иосифович Чиряев. Вы знаете его? Да. У вас есть телефоны? Есть. У ваших детей есть телефоны? Есть. У меня просьба такая, вот вы давайте сейчас придете и посмотрите, там идет голосование, группа, ссылка есть. И, пожалуйста, проголосуйте за Гаврила Иосифовича, за человека, который научно обосновал необходимость создания на юге Якутии территориально-производственного комплекса. Человека, который добивался высших эшелонов нашей власти, чтобы это начать разрабатывать, дать на пользование народу. Сегодня есть город Нерюнгри, сегодня есть южно-территориальный производственный комплекс. И вот все это благодаря Гаврилу Иосифовичу. И вот поэтому убедительная просьба, если вы сегодня сюда пришли, значит вы поддерживаете Гаврила Иосифовича. Дадим имя Гаврила Иосифовича Нерюнгрийскому авиапорту. Ура, товарищи! Мы это включим в нашу резолюцию митинга. Согласны? Аэропорт. Деньги на тело имени Гаврила Иосифовича Чиряева.
замечательного настоящего коммуниста, фронтовика. В следующем году будем отмечать 80 лет Великой Победы. Он был в рядах тех, кто защищал нашу свободу и независимость и на колени поставил фашизм, освободил мир. Гаврил Иосифович имеет по праву, чтобы название было имени Гаврила Иосифовича Чиряева. Вносим это в резолюцию. Вносим! Вносим! Ну, еще один пункт будет в резолюцию, это, значит, не допустить голосования, не допустить переименования площади Ленина и требования депутатов Государственной Думы не рассматривать этот вопрос. Слово предоставляется секретарю городского Якутского комитета партии Иннокентию Ивановичу Романову. Дорогие товарищи, сегодня мы собрались. Знаменательный день, 107-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Еще Маркс и Энгельс говорили, что настоящая история человечества начнется с новой формации, с коммунистической формации. Наша страна положила начало этой формации в 1917 году. Владимир Ильич Ленин, партия большевиков, впервые привела к власти трудовой народ. И с тех пор, вы знаете, Советский Союз за 74 года достиг огромных успехов. Но, к сожалению, предатели нашей партии и Родины фактически ликвидировали наш замечательный Советский Союз. Но дело Маркса и Энгельса Ленина продолжается в лице народного Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Кубы и других стран. И я думаю, что наша Россия, а потом, может быть, и обновленный Союз вновь вернутся на рельсы социализма. Это неминуемо, потому что история так располагает, и это законы, которые неминуемо приведут к этому. Я хочу в связи с нашим праздником, раньше, обычно подводили итоги достижений советской власти в этот день. Но я хочу сказать, что в этот день, мы отмечаем достижения Советского Союза. Всех людей тут уже упомянули, начиная с первых большевиков и всех людей, которые воевали, защищали, трудились, строили наш Советский Союз. Я хочу, к сожалению, в последний год-два у нас ушли очень замечательные люди. Мы должны их вспомнить. Мы должны их помнить. Это Артур Николаевич Алексеев, Лазарь Степанович Филиппов, Георгий Михайлович Артемьев, недавно ушел, Сава Анатольевич Михайлов. И вот это замечательные люди, которых мы должны помнить. А я хочу еще сказать, вчера состоялся антифашистский митинг, и мы сейчас, конечно, все поддерживаем эту специальную военную операцию, потому что надо разгромить фашизм, а затем разгромить и капитализм, и вернуться к советской власти. Слава Советскому Союзу! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура, товарищи! Слово для резолюции предоставляется второму секретарю Якутского республиканского комитета КПРС Вячеславу Кулишкину. Күнді товарыстар, дұғаттар, бүгін бейе бұл ұлы октябрь өргайда күнін бәлеті дұрабыд. Онан бұл бүгін Якутскай коракка ола тұрар митинге кәлбікі дейер бір бейе мақтанауын. Онна этекун багарабын улуу бай бут оюнускай этен тынан калабыт капитал баттала кандада калбатын диен ырыйда кине тиде билигин бу бии коммунисттер онна хигелен турар жоннор кине эппитин кине тимбутун кине оксусбутун халкырбыт болобут тойда дерген комоёгун билигин хевеске булаһы таңнараннар хевеске хоюс эстен турар онан билиги жау хевеске булаһы таңнара тугар бу бүтөй готусул оксуасы жабыт онан эти мин табартына бүтөнүн көрдүк биги иннивне хажыбы табартар бүтөр онда калер битигер хевеске булаһы таңнара тугар оксуар бутунан андагы якытын багырабыт
İndiyden duramın bu büyün yörüngün da bırahanıgınan eğini vargıdın, kelbet tavarısları sakam senin canın sergedin. İki çinlik ağır deliyit. Onda vargıdın bu arabı kıtanak doruviyanı. Bugün bu kallağımızın görevitti. Hılas işe bu karta aktarıdık. O kadar varan bir selamet, bir rahmet, küçük sever, bir gıyıka edenler, bir bilebit, haka ede, bütün arasıya sosyalizm sonu ortak kılacak. Товарищи, принимая резолюцию нашего митинга, я хочу зачитать короткий вариант. Учитывая наши погодные условия, сегодня 7 ноября 2024 года мы собрались, чтобы отметить 107-ю годовщину Великого Октября. В тысячелетней истории нашей страны было много выдающихся решений. Но только Великий Октябрь позволил создать государство, воплотившее самые сокровенные мечты трудящихся всего мира. Уважаемые товарищи, Великий Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, кто строит новое справедливое общество. Это Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэла, КНДР. Идеи социализма и солидарности, братства близких тем, кто сегодня, не щадя себя, борется за свободу трудового народа с натовским фашизмом на Украине. Победоносная история партии Ленина заряжает оптимизмом, дарит надежду на то, что силы добра и прогресса одержат верх. И мы тут нашу резолюцию добавляем, как мы все согласились, те предложения, которые озвучил наш лидер Виктор Николаевич Губеров, это по площади, по аэропорту города Нерюнгри и против переименования площади Ленина в городе Якутске. Так, товарищи? Ура! Великому Октябрю! Ура, товарищу Ленину! Ура, товарищу Сталину! Ура!